Возлюбленные братья во Христе, добро пожаловать на еще одно благословенное послание. Да пребудет с вами мир Господа Иисуса. Абсолютно важно, чтобы вы обратили пристальное внимание на сегодняшнее послание, поскольку Бог хочет говорить с вами через него. Когда Всемогущий хочет говорить, самое лучшее и разумное, что можно сделать, это внимательно слушать Его и быть открытыми к знакам, которые посылает нам Святой Дух. Более того, молитва, которую мы произнесем сегодня, является абсурдно мощной и действенной, такой, которая подавляет любое вражеское восстание и приносит нам немедленную пользу, ощущаемую сразу после молитвы. Поэтому очень и очень важно, чтобы ты остался со мной до конца. Могу ли я рассчитывать на тебя в чести и славе Божией? Если да, то оставьте искреннее «Аминь» в комментариях ниже. Что ж, мои дорогие братья, чтобы глубже углубиться в сегодняшнее послание, мне сначала нужно сделать краткий отчет, который позже станет для вас более понятным. Оставайтесь со мной, и вы не только поймете, но и извлечете из этого драгоценные уроки. Прошлой ночью со мной произошел странный опыт. Я работал допоздна, и когда наконец лег спать, мой разум все еще был полон незавершенных задач. Думаю, именно поэтому я не мог нормально спать, и в итоге мне приснился необычный сон. Конечно, оно оставалось со мной до следующего дня. Во сне я вернулся в свой старый район и выгуливал собаку, как делал это каждую ночь. Все было то же самое или похожее, за исключением дома на углу, который всегда казался пустым. Однако в ту ночь наверху горел свет, что было странно, поскольку там уже много лет никто не жил. Заинтересовавшись, и поскольку во сне мы часто делаем то, чего обычно не делаем, я пошел домой. Входная дверь была слегка приоткрыта, поэтому я позвонил, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь внутри, но не получил ответа. Я не пошел туда, где был свет, а вместо этого обнаружил, что меня тянет в подвал. Освещение было тусклым, стоял верстак с разложенными инструментами, как будто кто-то работал над каким-то проектом. Потом я заметил небольшой старый блокнот. Я взял его и пролистал. Он был полон заметок и записей, некоторые из которых были написаны много лет назад, другие – более поздние. Как будто кто-то использовал это место как своего рода убежище. Потом сон изменился, и вдруг я сидел на скамейке и писал в блокноте. Он записывал мысли, которые его беспокоили, планы и вещи, которые он хотел запомнить. Потом я проснулся. На улице начало светать, и какое-то мгновение я не знал, где нахожусь. Было такое ощущение, будто я действительно находился в этом подвале и писал. Я стряхнул это и начал свой день, но мечта осталась со мной. Я пытался сказать себе, что это всего лишь мой мозг все организовал, но это было настолько ярко, что я почти ожидал увидеть блокнот из сна. Я верю, что Господь дал мне эту мечту не просто так. Послание моего сна о старом районе, знакомой тропе и пустом доме с манящим светом, о путешествии, в котором находится каждый из нас. Мы занимаемся своими повседневными делами, иногда не обращая внимания на необычное, существующее внутри обычного.
Подобно скромному домику, который тихо стоял на углу в моем сне, именно в эти моменты, когда мир затихает, мы можем обнаружить свет в тех местах, которых меньше всего ожидаем, в тех местах внутри себя, которые мы, возможно, покинули. Слишком долго не был в гостях. Прежде чем продолжить, восхвалим Господа в комментариях, написав громкое «Хвала Богу». Этот свет, как и тот, что наверху, приглашение, призыв исследовать те части нашей души, которые мы держали закрытыми. Подвал, часто являющийся местом хранения и пренебрежения, можно рассматривать как глубину нашего внутреннего существа. Тусклая лампочка, свисающая с потолка и дающая достаточно света, чтобы видеть, напоминает нам, что даже самый маленький свет может пробиться сквозь тьму. Это свет Христа, свет, который никогда не подавляет, но всегда достаточный, который мягко, но верно ведет нас. Во сне имеет значение блокнот, найденный на стойке в подвале. Он был полон записей о чьем-то существовании, его мыслях и размышлениях на протяжении многих лет. Эта тетрадь подобна Библии, Слову Божьему, полному его обещаний, указаний, извлеченных уроков и переданной мудрости. Это живое свидетельство вечного присутствия Бога в нашей жизни, присутствие, с которым мы можем взаимодействовать, размышлять и позволять нам преобразовываться. Сидя за скамейкой и записывая в блокнот, я участвовал в акте сотворчества с Богом, изливая свои мысли и объединяя их с наследием тех, кто был до меня. Это наше призвание как христиан дополнять повествование о вере нашими собственными историями борьбы и триумфа, сомнений и веры. Наша вера, хотя и неосязаема, реальна. Когда я проснулся, тетради, может, и не было на моей тумбочке, но впечатления от Божьего шепота в моей душе остались. Многие верят, что слышат голос Божий и следуют Его воле, но на самом деле они далеки от Него, получая лишь шепот и слабые слова. Ясный голос Господа – это не тот, кто далек, это мы отдалились от Него из-за духовной апатии, отсутствия преданности и неспособности развивать близость в наших отношениях с Ним. В результате от нашей жизни исходит неприятный духовный аромат вместо сладкого благоухания, исходящего от пребывания в Его присутствии. Бог призывает свой народ снова приблизиться к Нему. Бог и сегодня говорит через сверхъестественные сны, как и в библейские времена. Но нам нужно подготовиться к тому, чтобы получить полноту того, чем Он хочет поделиться с нами. Это требует преданности и развития близости с Ним, преодоления духовного самодовольства или религиозных традиций, которые могут стать препятствиями между нами и Богом. Это значит смириться перед Ним, проводить время в Его Слове, позволяя Святому Духу обновлять наш разум и очищать наше сердце. В комментариях напишите «Обнови меня и очисти меня, Господи». Испытываете ли вы близость в своем хождении с Богом, где Его голос ясен и громок для вас, или вы заблудились в застойных духовных местах, где ваше общение с Ним ослабло? Возлюбленные, Он снова призывает вас приблизиться. Его объятия открыты, чтобы обнять вас и создать более глубокие отношения. Посвятите время ожиданию Господа в тишине и спокойствии. Вы начнете получать свежие откровения и идеи от Духа,
которые вооружат и наделят вас силой на предстоящие дни. Услышьте Его шепот, который будет вести вас все ближе и ближе к пламени Его присутствия. Бог хочет поделиться с вами своим сердцем, раскрыть в вас тайны своей цели и судьбы. Но для этого необходимо, чтобы вы развивали в себе преданность и близость, которые позволят вам получить все, что Он приготовил для вас. Откройте свои духовные глаза и уши, чтобы видеть и слышать то, что говорит Дух. Приблизьтесь к Богу, и вы услышите Его голос с большей силой, чем когда-либо прежде. Ему предстоит высвободить откровение, которое изменит вашу жизнь и вооружит вас для большего влияния в Царстве. Пусть ваша страсть к Иисусу ярко сияет, когда вы исполняете свое призвание в эти последние дни. Бог увидел, что Церковь в последнее время спит. Он хочет, чтобы вы знали, что Он хочет поговорить с вами, жаждет открыть вам что-то, жаждет поделиться новыми знаниями и истинами, рад раскрыть тайны и духовные тайны. Но чтобы это произошло, вам нужно сблизиться с Ним. Многим людям комфортно оставаться там, где они находятся духовно. Они чувствуют удовлетворение от своих нынешних отношений с Богом. Им кажется, что они ясно слышат Его голос. Но правда в том, что они улавливают лишь слабый шепот истинного голоса Бога, потому что находятся далеко от Его присутствия. У них вид благочестия, но им недостает силы и жизненной силы, которые приходят от истинной близости с Ним. Бог призывает вас ближе, хочет, чтобы вы глубже погрузились в Него, хочет, чтобы вы искали Его всем своим сердцем, желает, чтобы вы построили сильную преданную жизнь посредством чтения Библии, молитвы, поклонения и медитации. В Священных Писаниях ваша жажда по Богу приведет вас к встрече с Ним преобразующим образом. Божественные тайны, тайны Королевства и сверхъестественные встречи с Его присутствием ждут тех, кто усердно Его ищет. Покажите Господу свою приверженность, написав в комментариях: «Вот я, Господь». Но многие стали духовно холодны и застойны, утратили духовный пыл и ревность. Его внутренний огонь к Богу медленно потускнел до почти слабого свечения. Однако сердце Божие горит страстной любовью к тебе. Он хочет вдохнуть свой дух в ваш уголек и снова зажечь его духовным огнем. Он готов вновь зажечь ваше духовное пламя, если вы приблизитесь к Нему. Удобства и развлечения этого мира захватили многие из ваших привязанностей. Шум и суета жизни заглушили звук твоего нежного шепота. Их уши стали нечувствительны к мягким побуждениям духа. Но Бог призывает вас выйти из мелководья и войти в глубины Его присутствия и славы. Погрузитесь в Свое Слово, насыщая свой разум священными писаниями и библейской истиной. Задействуйте свои духовные уши, чтобы слышать свой голос ясно и проницательно. Когда вы научитесь игнорировать шум мира и сосредотачивать свое сердце на вышеперечисленных вещах, вы натренируете свои духовные чувства улавливать тонкие впечатления Святого Духа. Вы начнете узнавать своего внутреннего свидетеля и обретите уверенность, следуя его указаниям. Ваша внутренняя жизнь со Христом станет богаче и ярче. Статика мира отойдет на второй план, если вы будете постоянно осознавать ее.
Библия предупреждает, что в последние дни нечестие и нечестие усилятся, и многие христиане охладеют в любви, поскольку их приоритеты обратятся к мирским делам. Не позволяйте своему сердцу впасть в апатию. Обновите свою страсть к Божьему. Разжигайте внутри себя святой огонь молитвой, поклонением, размышлением над Словом Божьим и общением с другими христианами. Прежде чем мы продолжим, выразите свою любовь ко Всевышнему, заявив в комментариях: «Я люблю Тебя, Господь». Раздувайте свое духовное пламя в горящее пламя для Христа. В наш век существуют лживые духи, которые стремятся увести вас от чистой преданности Богу. Мировая система действует по безбожным принципам, которые могут незаметно проникнуть в ваше мышление. Если вы не будете бдительны, даже несмотря на то, что вы слышите, проповедуемое с кафедры или через средства массовой информации, все должно быть рассмотрено в свете священных писаний. Вам нужна проницательность Святого Духа, чтобы отличать истину от заблуждения в эти смутные времена. Оставайтесь верными Слову Божьему и под эгидой библейской общины, чтобы защититься от разочарований. Бог говорит, что пришло время приблизиться, и Он приблизится к вам. Полностью откройте свое сердце, чтобы получить новые посещения вашего духа. Он хочет, чтобы вы знали Его близко, а не просто знали о Нем. Он желает познакомить вас глубже с тайнами Его личности, Его путей, Его мудрости и Его царства. Есть области духовного понимания, которые Он хочет открыть, а также духовные дары, которые Он хочет активировать в вас для Своей славы. Пришло время преодолеть отвлекающие факторы и волнения, которые удерживали вас во внешних дворах вашего присутствия. Следуйте за впечатлениями Святого Духа в святая святых, в священную внутреннюю комнату, где вы ощутите полноту Бога, Его славу и силу. Позвольте вашему голоду по большему Его продвижению в новое измерение помазания и жизненной силы. Не довольствуйтесь лишь религиозными движениями. Бог хочет, чтобы ваше сердце пылало святой страстью. Он хочет, чтобы ваше внутреннее существо загорелось божественным огнем. Он хочет превратить ваше путешествие вместе с Ним в захватывающий танец близости и приключений. Приблизьтесь к Богу сегодня, и Он обещает приблизиться к вам. Снова полностью отдайтесь Ему. Не сдерживайте ничего. Предложите Ему в жертву сокрушенное и сокрушенное сердце. Он не презирает вашего искреннего голода и смирения. Если это сообщение резонирует с вами, напишите в комментариях: «Мне это было нужно». На самом деле, ваше желание большего от Бога вас очень радует. Когда вы ищете Его всем своим сердцем, Он обещает, что вы найдете Его. И если вы посвятите время более близкому познанию Христа, Он доверит вам большую власть, духовные дары и задачи для продвижения Его Царства. Откажитесь от мелких целей и стремитесь к ним. Развивайте дисциплину элитного спортсмена в своем стремлении к более глубокому общению с Богом. Ваша награда – ощутить ваше приятное присутствие и отчетливо услышать ваш голос. Он жаждет показать вам глубокие тайны, истины и откровения своего сердца.
Но все начинается с того, что ты сближаешься с Ним. Бог творит невероятные вещи в нашем мире, и Он хочет, чтобы вы лично испытали Его сверхъестественную силу. Мы живем в необычное время. Оглянувшись вокруг, вы увидите суматоху, хаос и тьму, пронизывающую общество. Сердца людей стали холодными и жестокими. Насилие, жадность и ненависть преобладают. Однако, мой брат, моя сестра, Бог не закрывает глаза на страдания вокруг нас. Он видит несправедливость, боль, безнадежность и действует с силой, чтобы принести свет во тьму. Чудеса происходят, знамения и чудеса происходят здесь и сейчас. Бог изливает свой дух на всех желающих. Он демонстрирует свою любовь и силу осязаемым образом. То, что мы считаем невозможным для человека, возможно для Бога. Исцеляются терминальные тела, восстанавливаются браки, которые казались мертвыми, разрушаются зависимости. То, что не могут сделать врачи, делает Бог. То, что не могут исправить терапевты, исправляет Бог. Если вы верите в это всем сердцем, в комментариях провозгласите «Верую, Господи». Я делюсь этим не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы укрепить вашу веру. Ибо Господь говорит моему духу, что хочет, чтобы вы лично обрели свою сверхъестественную силу. Он жаждет, чтобы вы ощутили Его как любящего Отца, действующего от имени своих детей. Он хочет, чтобы вы знали Его как своего Целителя, Поставщика и Избавителя. Дорогой брат, дорогая сестра, я знаю, что это может показаться невероятным в наш современный век скептицизма и сомнений. Чудеса могут показаться древними мифами. Но сила Божия не прекратилась и в библейские времена. Книга Деяний описывает церковь, которая регулярно жила в знамениях, чудесах и исцелениях. Они знали Бога не только как историческую личность, но и как помощь в трудную минуту. Благословенный брат, благословенная сестра, Бог хочет, чтобы и ты познал Его таким же образом. Мой друг, не сомневайся, что Бог и сегодня действует сверхъестественным образом. Я знаю, что есть много скептиков, много образованных людей, которые высмеивают эти свидетельства. Но Бог говорит, что Его пути выше наших, Его мысли выше наших. Мы не можем объяснить или понять все, что Он делает, да, честно говоря, нам это и не нужно. Нам просто нужна вера, чтобы получить. Бог ищет готовые сосуды, через которые Он сможет продемонстрировать свою силу. Он ищет людей, которые с благодарностью примут Его чудеса, позволяющие Ему получить славу. Он ищет людей, которые поделятся своими историями с другими, свидетельствуя об их доброте, чтобы еще больше людей могли поверить. Возлюбленный брат, любимая сестра, твоя история все еще пишется. Страницы остаются по большей части пустыми, и вам предстоит их заполнить. Выбор за вами – жить с распростертыми руками, принимая каждый момент как шанс вырасти, или держаться за горечь, гнев и сожаление, которые разрывают тщательно сотканную ткань. Ходите смиренно, ибо никто из нас не знает глубины своего сердца. Проявите благодать, поскольку все мы в чем-то несовершенны. Живите мужественно, зная, что вы любимы безоговорочно,
призваны и уполномочены сиять своим светом. Мир нуждается в вас, ваша история заслуживает того, чтобы ее услышали. Не преуменьшайте свои переживания и не преуменьшайте свою боль. Ваша жизнь поможет другим понять их жизнь. Предложите ему свои распутанные нити, позвольте ему превратить ваш беспорядок в послание надежды. Вы созданы для большего, сотканы из судьбы и цели. Не бойтесь мечтать о многом, ибо тот, кто создал Вселенную, тщательно разработал свою цель. Он не делает ошибок. Вас видят, вас знают. Ваша жизнь имеет глубокий смысл. У каждого опыта, от обыденного до монументального, есть цель. Однажды вы оглянетесь назад и обнаружите прекрасную симметрию в дизайне. А пока идите смело, зная, что ткач держит вашу жизнь в своих умелых руках. Ничто не сможет вырвать его из ваших рук. Он ткет чудеса из обыденного. Держите глаза открытыми, приглашайте его в каждый момент и наблюдайте, как сбываются чудеса. Голос Божий призывает каждого из нас, приближая нас к Нему. Хотя заботы этого мира звучат громко, нежный шепот Бога выделяется, призывая наше сердце найти в Нем покой и цель. Прославьте Всевышнего, написав в комментариях «Слава Господу». Возлюбленный сын или дочь Бога, слышишь ли ты Его приглашение? Слышите ли вы тот тихий голос, который побуждает вас прийти и провести время со своим Небесным Отцом? Он ждет с распростертыми объятиями, готовый возвестить истину в ваш дух и передать мудрость для предстоящего путешествия. Сейчас настало время отложить в сторону меньшие цели и искать Господа с новой страстью. Бог видит, когда ваша душа устает и испытывает стресс из-за требований повседневной жизни. Он понимает, когда постоянная суета делает тебя изнуренным, опустошенным, работающим на автомате. Бог знает ваши трудности лучше, чем вы сами, и Он говорит вам: «Придите ко мне, придите и обновитесь в моем присутствии, придите и наполнитесь еще раз моей любовью, радостью и сверхъестественным миром». Дорогой, брат, драгоценная сестра, Богу есть чем поделиться с вами. Он хочет раскрыть ваше сердце, раскрыть тайны, раскрыть откровения, которые выведут вас на новые уровни понимания и духовной зрелости. Он хочет вложить в вас дары и таланты для достижения целей Его Царства на земле. И все начинается с приближения к Нему. Не позволяйте шуму этого мира снизить чувствительность вашего духа. Найдите время, чтобы успокоить свою душу перед Ним, устранив все отвлекающие факторы и настроив свое внутреннее ухо на нежный шепот Святого Духа. Научитесь узнавать Его голос среди шума. Пусть ваша чувствительность к Его руководству станет острее, развивая глубокую преданность Христу. Берегите свое сердце от самоуспокоенности на вашем духовном пути. Не оправдывайте отсутствие рвения и жажды присутствия Божьего, говоря, что вы достаточно зрелы. Поскольку мы никогда не достигаем вершины, всегда есть более глубокие воды, в которые можно нырнуть с Иисусом, больше качеств Бога, которые нужно понять, и большая власть, которую можно проявлять на земле. Постоянно соединяясь с небесами, продолжайте разжигать святую страсть к Нему посредством молитвы, поклонения,
размышления над священными писаниями и поста. Не соглашайтесь просто ждать на мелководье. Бог призывает вас нырнуть глубже, погрузиться в глубины и обнаружить сокровища, которые вас ждут. Если вы готовы принять Божий призыв в своей жизни, покажите это в комментариях, написав «Я готов, Господи». Ваш духовный океан не имеет дна. Вы никогда не исчерпаете богатство истинного познания Бога. Решите сегодня ничего не скрывать в своем поиске Его присутствия. Предложите свою жизнь как чистый холст, позволяя мастеру-творцу нарисовать что-то невероятно прекрасное, пока вы подчиняетесь Его прикосновению. Бог видит в вашем сердце стремление к большему Его присутствию, большему Его силе и большему количеству Его слова, которое горит внутри вас. Его Дух шепчет, что Он может так много дать вам, так много показать вам, но вы должны безоговорочно протянуть руку и открыть свое сердце. Ищите Его с жаждой и с таким уровнем преданности, который угождает Ему. Он почтит жертву сокрушенного и смиренного сердца, полностью отданную Ему. Бог улыбается, когда вы проводите время, узнавая Его, а не просто зная о Нем. Он радуется, потому что вы хотите возрастать в близости с Ним, чтобы полностью понять Его пути, Его мысли и ваш характер. Чем более правильно ты видишь Его, тем больше Его образ и подобие будут запечатлеваться в твоем внутреннем существе, преобразовывая тебя, как огнем. Его свет осветит каждое тайное место внутри вас, помогая вам ходить в чистоте и силе. Если вы доверяете этому свое тело и душу, напишите в комментариях «Я доверяю этому, Отец». Бог ищет готовые сосуды, через которые Его слава может течь свободно и непрерывно. Тех, кто подчиняет Ему свои планы, отказывается от личного комфорта ради созерцания священных чудес Его Царства. Решите сегодня стать Его учеником, сидя у ног Иисуса и учась у Него. Когда так много лживых голосов борются за ваше внимание, вы должны развивать проницательность и оставаться укорененными в истине Божьего слова. Измерите все, что вы слышите, по прямой линии Священного Писания, отфильтровывая все, что не соответствует непоколебимым библейским стандартам. Оставайтесь в библейском сообществе, стремясь к резкости и ответственности, и развивайте внутреннюю жизнь молитвенного общения со Святым Духом, который направляет вас на всякую истину. Мой брат, моя сестра, настройте свой слух на чистоту небес, и шум этого мира затихнет. Голос Божий ясно звучит в тех, чьи сердца полностью принадлежат Ему. Когда вы в первую очередь посвятите себя поиску Его, Он обещает, что вы начнете распознавать Его впечатления, Его водительство, Его побуждения. Вы научитесь отличать Его голос от крика. Ваша уверенность в том, что вы слушаете Его и следуете за Ним, будет расти. Бог видит ваш призыв к большей силе, большей духовной чувствительности, большей ясности в Его голосе и видении вашей жизни. Он отвечает: «Подойди еще ближе, я жду тебя здесь, в глубинах моего присутствия и славы. У меня есть дары, которые я могу даровать и активировать, духовное наследие для тебя. Продолжай здесь со мной и посмотрим, что я сделаю. Мой друг, пришло время искать высшего призвания в своей жизни.
Больше не терпите отвлекающих факторов, которые крадут ваше время с Богом. Больше никакой поверхностной религии, религиозных ритуалов, лишенных Его присутствия и силы. Пришло время всем сердцем посвятить себя поиску Господа, развивать с Ним близкую дружбу. Молитесь о Его присутствии прямо сейчас в комментариях, написав «Господь, приди ко мне», когда вы обязуетесь искать Бога с большей интенсивностью и сосредоточенностью. Вы начнете ходить с духовной властью и чувствительностью, о которых вы даже не мечтали. Вы начнете действовать в дарах Духа ясно и смело. Вы получите более глубокие откровения из сердца Бога, которые полностью изменят ваше мышление, мечты и жизнь. Приготовьтесь к путешествию всей вашей жизни. Бог призывает вас прочь от многолюдных берегов самоуспокоенности и погрузиться в воды, наполненные жизнью, целью и судьбой. Но это потребует от вас отложить более мелкие цели и выйти за пределы зоны комфорта. Сосредоточьте свой взгляд на Иисусе и следуйте туда, куда Он ведет. Ваши идеальные планы для вас ждут вас прямо за пределами ваших предполагаемых страхов и ограничений. Скажите «да» приключению. Вы находитесь на пороге чего-то большего, вы чувствуете, как это шевелится в вашем духе. Ожидание того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Враг шепчет ложь, говоря вам, что у вас нет того, что нужно, и Бог отвечает: «Возьми меня за руку, я буду с тобой». Вместе мы сделаем невозможное через жизни, полностью отданные мне. Скажи «да», возлюбленный. Ваше время пришло. Бог видит стремление вашего сердца к большей духовной близости и воздействию. Он намеренно вложил в вас это святое недовольство, ибо вы созданы для большего. Но начните с приближения к Нему, примите решение искать Бога всем, что есть в вас, и посмотрите, что Он сделает, когда вы полностью отдадите свою жизнь Ему, Его господству и целям. Благословенный друг, сегодня Бог посылает смелое приглашение. Вы скажете «да» и будете двигаться вперед с радикальной, детской верой. Его планы на вашу жизнь впечатляют, но они требуют покорного сердца и непоколебимого доверия Его руководству. Привычные тени самоуспокоенности не могут сравниться с судьбой, которую Он приготовил. Пришло время запустить себя, сказать «да» тому, что Он приготовил для вас. Сделайте это прямо сейчас, написав в комментариях «Я принимаю это, Господь». Бог знает самые сокровенные желания твоего сердца, те мечты и страсти, которые Он вложил в тебя давным-давно. Ваш дух шепчет, что пришло время, наконец, войти в свою судьбу. Больше никаких оправданий и задержек. Вы недооценили то, что Бог хочет сделать через вас, но Он напоминает вам сегодня, что для Него нет ничего невозможного. Сегодня перед вами стоит выбор: продолжать идти по пути наименьшего сопротивления или всем сердцем вступить в великие планы, которые ждут впереди, имеют для вашей жизни. Посредственность не может удовлетворить эту глубокую внутреннюю потребность. Вы были созданы уникально, со своей целью и судьбой. Бог приглашает вас сказать «да», взять Его за руку и посмотреть, что произойдет.
Он может рассчитывать на вас? Если да, то напишите об этом в комментариях, написав «Пресчитай меня, Господи». Любимый брат, любимая сестра, вы часами строите планы и мечты на свою жизнь. Сейчас самое время позволить Богу написать свою историю через вас. Перестаньте писать сценарий каждой сцены и просто скажите «да» дикому, неожиданному и захватывающему повествованию, которое Он хочет развернуть. Возьмите Бога за руку, шагните в неизведанное и увидите, как происходят чудеса, которые только Он мог организовать. Сердце Отца горит совершенной любовью к тебе, Его драгоценное дитя. С трепетом наблюдайте, как Он наполняет вашу жизнь целью, приносит через вас плоды и изливает на вас свой дух. Наш Бог верен и истинен. Воззови ко мне, и я отвечу тебе и скажу тебе великое и сокровенное, чего ты не знаешь, говорит Господь, Бог Израиля, в Иеремии 33:3. Теперь, мой дорогой брат, моя дорогая сестра, наступил самый важный момент сегодняшнего послания. Давайте пойдем ниц перед Господом в молитве, все больше и больше ища Его присутствия. Как я сказал в начале, эта молитва очень сильная и нелепомощная. Те, кто был предан Господу и зашел так далеко, будут удостоены настоящего дождя благословений в своей жизни во славу и честь Господа Иисуса. Поэтому, мой брат, моя сестра, давайте ценить этот момент глубокого общения и подчинения Богу, сделав его поворотным моментом в нашей жизни с нашими сердцами, переполненными верой. Повторите вместе со мной вслух или мысленно следующую молитву. Господь Бог, Небесный Отец, в этот момент мы предстаем перед Твоим присутствием с сердцами, полными благодарности и ожидания. Мы признаем, Боже, что Ты Создатель Вселенной, автор нашей жизни и хранитель наших судеб. Прежде Тебе мы предаемся и смиряемся, зная, что Ты достоин всякой чести, славы и хвалы. Отец, Ты призываешь нас снова приблизиться к Тебе, искать Твоего присутствия с пылом и преданностью. Мы знаем, что среди отвлекающих факторов, суеты и суеты мира легко отвернуться от Тебя. Но сегодня, Господь, мы молимся о том, чтобы Ты укрепил нас и позволил нам приблизиться к Тебе всем сердцем. Господь, мы желаем погрузиться в глубины Твоего присутствия. Даруй нам благодать более глубокой близости с Тобой, чтобы мы могли ясно слышать Твой голос и чувствовать силу Твоего присутствия. Излей на нас свой Святой Дух, чтобы мы могли пережить свежие откровения и обрести проницательность, чтобы противостоять вызовам будущего. Мы признаем, что часто позволяем заботам мира отвлекать нас от Тебя. Мы просим Тебя помочь нам прорваться через духовное самодовольство и пустые религиозные традиции, которые становятся препятствиями между нами и Твоим присутствием. Давайте развивать более глубокую преданность, проводя время в Твоем Слове и позволяя Святому Духу обновлять наш разум и очищать наше сердце. Господь Иисус, мы знаем, что Ты зовешь свой народ снова прийти к Тебе, чтобы с голодом и жаждой Твоего присутствия искать Твоего лица. Мы желаем услышать Твой голос сильнее, чем когда-либо прежде, получить Твое преобразующее откровение и подготовиться к большему воздействию в Твоем Царстве. Мы просим Тебя помочь нам вырваться из духовной апатии и конформизма
чтобы мы могли бежать к Тебе всем сердцем, строя крепкую преданную жизнь через чтение Библии, молитву, хвалу и размышление над Писанием. Мы понимаем, что мир вокруг нас часто отвлекает нас и отвлекает от Твоего голоса. Мы просим Тебя настроить наши уши, чтобы слышать Твой нежный шепот даже среди суеты. Давайте развивать постоянное осознание Твоего присутствия, настраиваясь на то, что говорит Дух. Мы знаем, что мир полон отвлекающих факторов и искушений, которые уводят нас от Тебя. Мы просим Тебя помочь нам противостоять этим отвлекающим факторам и не упускать из виду Тебя, единственный истинный источник жизни и надежды. Мы живем во время, когда беззаконие и зло увеличиваются, многие сердца охладевают к Тебе, и приоритеты смещаются в сторону вещей этого мира. Мы просим Тебя возродить нашу страсть к вещам Божьим, чтобы внутреннее пламя Тебя горело ярко. Мы признаем, что существуют лживые духи и безбожные принципы, которые стремятся увести нас от чистой преданности Тебе. Мы просим, чтобы Ты дал нам возможность отличать истину от лжи, измерять все непогрешимым стандартом Твоего слова. Мы понимаем, что Ты приглашаешь нас глубже погрузиться в воды Твоего Духа, чтобы направить нас к Твоим совершенным планам для нашей жизни. Мы просим Вас дать нам смелость и веру, оставить позади то, что удобно и привычно, и с энтузиазмом принять то, что у Вас есть для нас. Дай нам возможность доверять Твоему руководству, даже когда путь кажется неопределенным и пугающим. Можем ли мы сказать «да» всему, что Ты приготовил для нас, зная, что Ты – Бог, делающий невозможное возможным? Мы осознаем, что часто недооцениваем то, что Ты хочешь сделать через нас. Мы просим Тебя помочь нам понять, что нет предела тому, чего Ты можешь достичь, когда мы полностью отдаем свою жизнь в Твои руки. Мы жаждем сказать «да» Твоему смелому призыву, приключению, которое Ты приготовил для нас. Дай нам возможность полностью доверять Тебе, воспринимать каждый момент как возможность расти и быть использованным Тобой. Мы знаем, что Ты верен и что Ты можешь превратить нашу жизнь во что-то прекрасное и значимое. Мы просим Тебя дать нам смелость сказать «да» неизвестному, поверить, что Твоя рука ведет нас к Твоим совершенным планам. Господь, мы знаем, что Ты творишь чудеса в нашем мире, даже посреди тьмы и хаоса. Мы просим, чтобы Ты использовал нас как инструменты Твоей благодати и силы, чтобы принести свет и надежду туда, где есть отчаяние. Дай нам возможность поверить в сверхъестественное, поверить в то, что Ты все еще творишь чудеса и делаешь невозможное. Помоги нам быть смелыми свидетелями Твоей силы и любви, чтобы другие тоже могли поверить и быть преобразованными Тобой. Господь, мы знаем, что у Тебя есть планы на нашу жизнь, превосходящие наше понимание. Мы просим Тебя помочь нам поверить в Твой суверенитет и позволить Твоей руке направлять наши шаги. Дай нам возможность жить с открытыми руками, готовыми принять для нас все, что у Тебя есть. Помоги нам отпустить наши собственные планы и полностью принять то, что Ты хочешь сделать в нас и через нас. Мы знаем, что наша жизнь – это проект в Твоих умелых руках. Мы просим Вас продолжать красиво и значимо ткать полотно нашей жизни. Пусть каждый опыт, каким бы простым или монументальным он ни был,
будет иметь цель в Твоем совершенном плане. Мы просим Тебя восстановить то, что в нас сломано, и использовать нас как инструменты Твоей благодати и надежды для других. Пусть мы будем живыми свидетелями Твоей способности превратить то, что было предназначено злу, во что-то хорошее. Господь, помоги нам понять, что мы определяемся тем, кем Ты нас называешь, любимыми, избранными и драгоценными. Давайте преодолеем ложь врага, который стремится заставить нас чувствовать себя ущербными и никчемными. Мы просим Тебя помочь нам принять нашу историю со всей ее борьбой и триумфами как часть Твоего плана искупления. Пусть мы будем рассматривать каждое переживание как нить в ковре нашей жизни, способствующую красоте конечной картины. Мы понимаем, что у Вас есть конкретные и хорошие планы на каждого из нас. Мы просим Вас раскрыть нам эти планы и дать нам возможность смело и уверенно следовать им. Помогите нам мечтать о большем, зная, что Бог, создавший Вселенную, также запланировал для нас славное будущее. Мы знаем, что мир полон отвлекающих факторов и шума, которые могут отвлечь нас от Твоего голоса. Мы просим Тебя помочь нам настроить наши уши, чтобы слышать Твой голос даже посреди суматохи. Пусть мы будем развивать растущую чувствительность к Твоему водительству. Мы просим Тебя помочь нам противостоять духовному самодовольству и с новым рвением искать Твоего присутствия. Можем ли мы посвятить время поиску Тебя, отключению отвлекающих факторов и настройке на Твой спокойный голос и руководство? Господь, мы знаем, что Ты призываешь каждого из нас глубже погрузиться в Твое присутствие и цель. Мы просим Тебя дать нам возможность полностью довериться Тебе, полностью подчиниться Твоей воле и принять приключения, которые Ты приготовил для нас. Помоги нам не довольствоваться поверхностной верой или теплой преданностью. Давайте искать Твоего присутствия, сострадания и преданности, зная, что Ты бесконечно богат благодатью и любовью. Господь, мы хотим отдать себя Тебе полностью, безоговорочно, чтобы мы могли испытать все, что Ты приготовил для нас. Излей на нас Твой Святой Дух, чтобы мы могли глубже познать Твою мудрость и Твое Царство. Мы просим Тебя помочь нам осознать, что нет предела тому, что Ты можешь сделать в жизни, посвященной Тебе. Пусть мы станем готовыми сосудами, которые Ты будешь использовать, чтобы Твоя слава могла свободно течь через нас. Мы понимаем, что живем в мире, полном обманчивых голосов и отвлекающих факторов. Мы просим Тебя помочь нам различить Твой голос среди шума и смятения мира. Пусть мы научимся распознавать Твое руководство и следовать Твоему руководству с растущей уверенностью. Мы просим Тебя помочь нам доверять Твоему непоколебимому Слову как нашему высшему стандарту истины. Давайте твердо стоять в христианском сообществе, где мы сможем расти, учиться и укрепляться в нашей вере. Мы просим Тебя дать нам возможность настроить наши уши на Твою небесную чистоту. Пусть мы возрастаем в нашей чувствительности к Твоему Святому Духу и в нашей уверенности следовать Твоему водительству. Мы просим Тебя помочь нам следовать за Твоим сердцем с новой интенсивностью и сосредоточенностью. Пусть мы будем искать Твоего присутствия с рвением и страстью, зная, что Ты готов приветствовать нас с распростертыми объятиями.
Господи, мы знаем, что у Тебя есть дары и дары для каждого из нас. Мы просим Тебя раскрыть нам эти дары и таланты, чтобы мы могли использовать их для продвижения Твоего Царства и выполнения Твоих целей на земле. Мы просим Тебя помочь нам не довольствоваться теплой верой, а искать Твоего присутствия с пылом и преданностью. Господь, мы просим Тебя дать нам возможность мужественно принять те преобразования, которые Ты хочешь осуществить в нас. Мы осознаем, что часто сопротивляемся переменам, потому что цепляемся за то, что удобно и знакомо. Помоги нам довериться Твоей направляющей руке, чтобы мы могли двигаться к Твоим совершенным планам, даже когда путь кажется неопределенным. Мы хотим проявить смелость и сказать «да» всему, что у вас есть для нас, осознавая, что Вы – Бог, который делает невозможное возможным. Ты знаешь самые сокровенные желания наших сердец, мечты и страсти, которые Ты вложил в нас. Яви нам яснее свои планы и цели на нашу жизнь, чтобы мы могли следовать им с непоколебимой верой. Помогите нам поверить в Вашу способность использовать нашу жизнь для осуществления Ваших суверенных планов. Можем ли мы полностью отдать себя Вам, зная, что нет предела тому, чего Вы можете достичь в нас и через нас? Мы понимаем, что наша жизнь подобна повествованию, которое Вы пишете. Продолжайте писать эту историю удивительными и содержательными способами, раскрывая свою милость и славу в каждой главе. Мы просим Тебя восстановить то, что сломано внутри нас, превратив наши переживания боли в послание надежды для других. Пусть мы будем инструментами Вашего искупления и любви, свидетельствуя силу Вашего восстановления в нашей жизни. Мы знаем, что у Вас есть конкретный план для каждого из нас, предназначенное Богом призвание. Явите нам это призвание ясно и недвусмысленно, чтобы мы могли принять его смело и решительно. Позвольте нам мечтать о великих мечтах, осознавая, что Вы являетесь автором великих достижений. Помогите нам довериться Вашему лидерству и отправиться в неизведанное, зная, что Вы с нами на каждом этапе пути. Мы знаем, что Вы верны и правдивы во всем. Дай нам благодать верить в Твою верность, даже когда мы сталкиваемся с трудностями и неопределенностью. Помогите нам сказать «да» Вашему смелому призванию и приключению, которые Вы приготовили для нас. Давайте же будем готовы следовать Вашему руководству с мужеством и уверенностью, зная, что Вы – Бог, который делает все вместе на благо тех, кто любит Вас. Вы главный автор и писатель нашей истории. Продолжайте писать наше повествование так, чтобы чтить и прославлять Ваше имя, раскрывая Вашу доброту, благодать и любовь в каждой главе. Помогите нам сказать «да» неизведанному, полностью довериться Вам и позволить Вашей руке вести нас к Вашим идеальным планам. Позвольте нам воспринимать каждый момент как возможность для роста и служения в Вашем Царстве. Мы знаем, что Вы верны и выполняете все Свои обещания в нашей жизни. Дайте нам возможность поверить в Ваш суверенитет и отправиться в захватывающее приключение, которое Вы приготовили для нас. Давайте жить со смелой верой, зная, что Вы способны сделать бесконечно больше, чем мы можем попросить или представить. Во имя Иисуса мы молимся и благодарим Вас за Ваше руководство, благодать и силу следовать Вашей воле.
Пусть наша жизнь станет живым свидетельством вашей любви и силы, когда мы приближаемся к вам и говорим «да» приключению, которое вы приготовили для нас. Аминь.